Тэквондо сегодня претендует на звание массового вида спорта. Причин несколько. Основная – включение в олимпийскую семью. О тех, кто через несколько лет может представить Россию на крупнейших состязаниях четырехлетия, расскажет Роман Вагинов. Он побывал на открытом кубке Удмуртии по тэквондо. Золотой поединок в абсолютной категории среди женщин. Ижевчанка против спортсменки из Нефтекамска. Анастасия Буркова в одном из раундов травмирует ногу. Бой останавливают. Травма не опасна, но продолжить схватку врачи не разрешают. В итоге золотую медаль получает Полина Аксенова из Башкирии. Земляк новоиспеченной чемпионки Эмиль Ахметов стал участником одного из самых красивых поединков у юниоров. Любые соревнования, они как бы равны. Относишься по-равному ко всем соревнованиям. И соперники были достойные, как бы хороший бой провел. Очень соперник понравился, хорошо работал. Весь пьедестал в абсолютной категории заняли представители Удмуртии. На его вершине Евгений Дементьев из игры. Вопреки всему и в первую очередь отсутствию соревновательной практики за последний год. Пока что я служу, у меня не получается выезжать на соревнования, а так готовюсь в мае выехать в Москву на мотив мастера спорта. Коллеги Дементьева на официальный до Янг выйдут гораздо раньше. 22 февраля мы собираемся выехать на первенство России в город Казань. То есть поедут спортсмены выше зеленого пояса. Человек 20, я думаю, мы наберем. Будем защищать честь Удмуртской республики. А весной в Ижевске пройдет чемпионат Приволжского федерального округа. Роман Вагинов, Иван Блинов. Вести, Удмуртия.